Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы сегодня. Айдар Халиуллин арестован. Они совершили хищение бюджетных средств в сумме 21 миллион 788 тысяч рублей. Почему с этими соглашалась защита? И какие доводы привело гособвинение? Узнал Дмитрий Аринин. Жуть, мрак и вечный ужас. Что-то нужно с этим делать. Я надеюсь, что исправить ситуацию, построить дороги. Самые яркие описания пробки жителей поселков Салмачи, Куйки, Вишневки и Привольный по Альбине Минибаевой. Город засыпают. Технология производства асфальтобетона литого несколько отличается от пористого. Где в Татарстане отходят от литого асфальта, узнал Рамиль Шайдуллин. В поселке Нагорный дети ежедневно рискуют попасть под машину. Буквально позавчера у меня ребенок чуть под машину не попал. Куда делся знак «Пешеходный переход», разбирался Салават Мухаммадуллян. Спели, чтобы их пробку увидели, а о проблемах услышали. Жители 4 казанских поселков Салмачи, Привольный, Вишневка и Куюки сняли пародию на популярную песню «Тает лед». Сами жители говорят, что подошли с юмором, но это больше смех сквозь слезы. Альбина Минибаева посмотрела пародию и спросила у городских властей, когда в пригороде станет меньше пробок. Как дела у вас? Как видите, стоим. Жуть, мрак. Просто коллапс, я не знаю, ужас просто, я не знаю, одним словом. Эмоции у жителей сразу 4 пригородных поселков Казани давно уже зашкаливают. Это знаменитый выезд из поселка Салмачи. Светофор 90 секунд, огромный поток машин по узкой дороге. Да еще идут на обгон. У водителей наболело. Светофор у нас регулирован неверно, с той стороны все выезжают, мы вообще не можем выехать. 2-3 машины отсюда выезжают и все. С утра настроение немножко перед работой, перед садиком немножко ухудшается, поэтому очень тяжело. И хотелось бы все-таки, чтобы все это наладили. Вид сверху, вид с земли, с любого ракурса итог один и тот же. Пробка всесезонно, когда уже нет сил терпеть, остается только петь. Здесь у всех одна проблема, кто стал раньше, тот и первый. Время застынет на этом моменте. Привольный, Вишневка и Куюки. Так жители поселка рассказали о своей проблеме. С пародией о наболевшем. Спели с душой от того, что сами стоят каждый день в этом потоке. Вот это вот Клипа. что? Это крайняя мера? Ну, наверное, я думаю, да. Надеюсь, что она поможет. Вот. Как-то подошли немножко с юмором, да. Что наше правительство все-таки услышит нас о наших бедах, о наших проблемах. И хоть песня для правительства, проблема эта городская. Пока услышали лишь о том, что нужен ремонт дорог. Исполком Казани его в этом году запланировал от улицы Кулгали до Салмачи с расширением до 4 полос. В настоящее время проектная организация «Тадор проект» ведется проектирование данной дороги. Работы планируется начать по мере готовности проектно-сметной документации и наступления благоприятных погодных условий. Пока же условия таковы. Многочасовая пробка с 5 утра. С этой стороны выезжают жители поселков Привольный и Вишневка, с другой стороны Салмачи, Куюки и снова Вишневка. Здесь они пересекаются и попадают в цитадель пробки. Время сейчас 7:27 утра. И это только начало ужаса. Для жителей поселков проблема заключается не только в плохой и узкой дороге. Нет инфраструктуры, дополнительной дороги, школы и садика. Если в самих поселках будет инфраструктура, такие как школы и садики, большинство людей просто будут избавлены от того, чтобы, по крайней мере, в одно и то же время выезжать в эту дорогу и стоять. Мы опять 2 часа наш путь домой. И не согласован к нам автобус городской. Курточка моя виднеется лишь в свете фар. Об отсутствии школы жители поселка тоже спели. 10-летний Тимур, герой в балаклаве и красной куртке, снимался в клипе вместе с братом Дамиром. У школьников тоже наболело. Во сколько мы встаем? 6:30. Это не очень... Неинтересно. Неинтересно мне это, вставать так, чем люди, которые здесь встают в 7 или в 7:40. Проблемой жителей сейчас заинтересовались депутаты Казгордумы. В генплане Казани обозначена дорога, которая соединит Салмачи и Вознесенское с трассой М7. А вот школы и садиков в плане пока нет. Водители в ожидании, и сколько песен им придется пропеть, пока неизвестно. Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Деньги будут. Сегодня в Москве министр строительства Михаил Мень заявил, что успешные российские регионы получат 5 миллиардов рублей на обустройство территории. Хотя ранее сообщалось, что регионы-доноры денег не получат. Все детали в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Московская улица Большая Дмитровка, где расположен Совет Федерации, не так давно была переделана в пользу пешеходов.
Участники заседания, посвященного вопросам благоустройства всех российских населенных пунктов, воочию сегодня в этом убедились сами, а также услышали посыл с высокой трибуны. Все на местах должно проводиться при активном участии самого населения, как, например, в Москве и Татарстане с использованием интерактивных площадок. В Республике Татарстан, Приморском крае успешно работают информационные порталы «Народный контроль». И еще об интересных программах. Валия Гизатуллина из Татарстана рассказала собравшимся о проекте «Лицом к району», который реализуется в ее поселении для жителей. Участникам этой программы выделяется до 1000 штук керамзитовых блоков, до 100 кубометров леса на корню. Это бесплатно. Сено и солома по самой низкой цене. О проблемах также зашла речь. Финансовый долг многих муниципалитетов вырос, заявила Валентина Матвиенко. К тому же остро стоит вопрос обращения с отходами, вырубкой лесов, правилами обустройства прилегающих к постройкам территорий. Все это будет решаться на законодательном уровне и в новом документе от Минстроя, который скоро увидит свет. В каждом регионе есть подобного рода наработки, но мы в первую очередь за основу взяли опыт, который был у Республики Татарстан именно по вовлечению граждан в этот процесс. Дипломом Минстроя России второй степени награждается поселок городского типа Актюбинский Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. Чистополь, поселение Актюбинско-Азнакаевского района, Альметьевск и еще ряд татарстанских поселений в преддверии профессионального праздника получили сегодня дипломы за благоустройство своих территорий. Кропотливой работы муниципальных, городских служб, управляющей компании. И еще одна важная для татарстанцев новость прозвучала сегодня. Наконец-то решен вопрос о выделении средств на обустройство территорий и успешным регионам. До этого 20 миллиардов рублей получили 72 субъекта страны, имеющие невысокую доходную базу. Такое решение российского правительства не поддерживают федеральным рублем субъекты-доноры, вызвало недоумение у сильных регионов, таких как Татарстан. И вот на этой неделе, как заявил сегодня Михаил Мень, вопрос решен. 5 миллиардов рублей из резервного фонда правительства страны поступят в распоряжение и сильных регионов. Это значит, что парков и скверов в Татарстане станет еще больше. Дина Гзалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Москва. Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин до 12 июня останется в СИЗО. Такое решение вынес сегодня Вахитовский суд Казани. Он обвиняется в хищении субсидий в размере 22 миллионов рублей. Халиуллин – очередной фигурант дела по лизинг-гранту, следствие по которому началось в октябре прошлого года. Подробнее Дмитрий Аринин. Уставший взгляд, вместо привычного спортивный костюм. В таком виде Хайдара Халиуллина привели в зал суда в районе 3 часов дня. Главу Ассоциации малого и среднего бизнеса республики обвиняют в мошенничестве по 8 эпизодам. Сам Халиуллин вину не признает. Вменяемые преступления грозят лишением свободы до 10 лет. Поэтому следствие и прокуратура попросили суд избрать меры пресечения заключения под стражу. Согласно предъявленному обвинению, Халиуллин, являясь президентом Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ, вступив в предварительный сговор с несколькими гражданами, совершили хищение бюджетных средств в сумме 21 миллион 788 тысяч рублей путем предоставления Министерства экономики Республики Татарстан фиктивных документов для получения субсидий, выделяемых субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного оборудования. Сегодня в зале суда было многолюдно. Представители малого и среднего бизнеса пришли поддержать своего экс-руководителя. Принесли многочисленные грамоты и благодарственные письма Халиуллина. Виновным мы его не считаем. Это будет уже у нас, как вы знаете, Следственный комитет об этом может говорить. Хищения в программе лизинг-гранта были или вообще были? Нет, но мы материалы дела не изучали. Мне обидно, что таких людей пятнают. На основании чего? Там нет оснований. Кто-то что-то сказал, сначала на одного, потом, оказывается, на него. Однако на решение суда это не повлияло. Хайдар Халиуллин взят под стражу на 2 месяца, до 12 июня. Защита собирается обжаловать. Он на вопрос суда ответил, что он поддерживает защиту. Напомним, правоохранители задержали Халиуллина 12 апреля. Вместе с ним по этому уголовному делу подозреваемыми проходят 17 человек. В ходе оперативных мероприятий были задержаны все подозреваемые. Расследование этого дела продолжается. На апелляцию у Халиуллина есть 3 дня. Дмитрий Аринин, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Первую в этом году грозу ждут сегодня ночью. Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды. Сегодня вечером местами по республике ожидается сильный ветер и дожди. МЧС просит быть внимательными на дорогах и следить за детьми. Чем погода теплее, тем заливка плотнее. В республике ямы на дорогах начали латать плотным асфальтобетоном. Ямочный ремонт начался со сходом снега и продолжится до конца лета. Какие методы уже опробовали на дорожном покрытии, узнал Рамиль Шайдуллин.
Чтобы дорога была ровной, дорожники ее ломают умышленно. Отбойными молотками в порядок приводятся ямы, ведь только ровная выбоина готова к укладке асфальта. Все ямы зачищают днем. Если ширина одной не больше 5 метров, то дорожники отработают по ямочной программе. А вот по какой технологии, покажет уже ночь. Смену до утра, а утром напарники. Крыть ямы выходят к полуночи, когда видно наглядно, укладывать ли асфальт или заливать. Именно заливали ямы по всей Казани, литым асфальтобетоном на 12 километрах дорог. Материал неприхотлив при температуре до 10 градусов. Если же на улицах теплее, то ямы латают уже асфальтом плотным. Технология производства работ асфальтобетона литого несколько отличается от пористого асфальтобетона. Он приходит в специальных бункерах и заливается в подогретые просушенные ямы. Ямы в Нурлате просушены и уже обработаны. Недавно их закрывали холодной смесью, теперь череда горячей заливки. Горячим асфальтобетоном и также уплотняем катком уже. Этот горячий асфальтобетон делают на 12 заводах республики. Работают десятки подрядчиков и доставляют во все районы. Те, где к началу апреля ситуация была плачевная. На автодороге Мамадыш-Кукмар. Затем планируется автодорога Мамадыш-Кукмар-Клеуш, М7 Малый Кермени. В Мамадыше ремонт до границы с Кукмаром. 4 километра одного маршрута плюс 1,5 другого. Успеть все нужно до конца долгого сезона. Ямочный ремонт продолжится и летом по всей республике. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сентальцев, Константин Бушуев, ТНВ, Казань, Нурлат, Мамадыш. Дети в опасности, водители в замешательстве. В поселке Нагорный ученики местной школы бросаются под машины, перебегая дорогу в неположенном месте. Родители бьют тревогу. Еще недавно возле учебного заведения стоял знак «Пешеходный переход». Но после каникул он пропал. Феномен исчезновения на Дорожной улице изучил Салават Мухаммадуллин. Так, уже по еле заметной зебре дети перебегают дорогу, нарушая правила дорожного движения. Упрекнуть их в этом довольно сложно. Еще 2 недели назад здесь стоял знак «Пешеходный переход». Если местные водители еще помнят на этом месте знак и пропускают пешеходов, то вот гостей поселка побуждают к вниманию и снижению скорости только знак «Лежачий полицейский». Буквально позавчера у меня ребенок чуть под машину не попала. Ланда Шахметова – мать 3 детей. 2 из них учатся в местной школе. Своих чад за нарушение ПДД она не ругает. По ее словам, понять их можно. Ближайший переход в нескольких десятках метрах, да и привычка берет свое. Мы все удивляемся, все родители в шоке от этого, так как дети привыкли вот отсюда, вот через зебру проходить без остановок, так как оно уже стоит давно. А на сегодняшний день, вот после этих каникул, он исчез. Следы пропавшего знака мы отправились искать в Казанский исполком. О ситуации здесь знают, но отношения к исчезновению знака не имеют. К сожалению, этот знак был похищен неизвестными. Администрация не имеет отношения к его демонтажу. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Этот знак будет восстановлен в первую очередь. Поиском любителей металла и легкого заработка сейчас занимаются полицейские. На месте пропавшего знака установят новый, как только найдется финансирование. А пока родителям все же стоит повторить детям правила перехода, а водителям быть начеку. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Общество охраны памятников намерено всерьез разобраться, что происходит с памятниками старины в Казани. Напомним, только за один день в историческом центре с разницей в час сгорели 2 уникальные постройки. Это дом Крестовниковых и дом Багаутдиновой Апанаевой. Сегодня архитекторы и защитники старины обсуждали эти вопиющие факты. Считаю, что в данном случае отвечать должен тот, кто охраняет это здание по закону. Ведь это объект культурного наследия. Объекты культурного наследия защищены законом, и они подлежат охране. Кто охраняет? Охраняет собственник, или если нету какого-то частного собственника, то охраняют те органы, в ведении или в управлении которых это здание находится. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем речь пойдет далее. Форуме. Конечно, нам бы тоже хотелось, чтобы наши дети знали язык. Что волнует татарских женщин со всего мира, узнала Аделя Кламик. Зачем пекутся куличи и красятся яйца? Праздник, в котором мы ожидаем чего-то лучшего. О подготовке к Светлой Пасхе расскажет Елизавета Пастухова.
Депутаты Госдумы приняли законопроект о неправильных именах. Под ограничения попали те, что содержат аббревиатуры, цифры или ненормативную лексику. Кроме того, планируется добавить полномочия органам ЗАГСа для того, чтобы у них была возможность отказывать в регистрации неправильных имен. Распространенные татарские имена под ограничения не попали. Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фарахов направил ряд поправок, чтобы исключить из списка те, которые укоренились в Татарстане. Больше рожать и правильно воспитывать. Сегодня татарские женщины со всего мира говорили о роли семьи и семейного очага. В Казани проходит Всемирный форум. В этом году в столицу приехали более 300 женщин-делегатов. Какие проблемы хотят решить европейские татары и какой опыт перенять у Татарстана, расскажет Адель Коломейц. Первый Всемирный форум татарских женщин в Казани состоялся 5 лет назад. По традиции, каждая участница должна была приехать вот в таком вот калфаке, но тогда головные уборы были в дефиците. Зато сейчас хоть отбавляй, на любой вкус и цвет. Белые с вышивкой из бисера, синие с яркими орнаментами, традиционные зеленые, все калфаки ручной работы. Так шьют только в Татарстане. Участники форума об этом знают и на традиционный съезд всегда одевают самые роскошные наряды. Приезжают и себя показать, и на других посмотреть. Мы приехали из Казахстана. Для нас в первую очередь форум – это единство, сплочение. Мы видим своих родных, близких. Все же в центре внимания куда более серьезные вопросы. Проблем немного, но они есть. Так в Эстонии переживают за сохранение татарского языка. Сейчас большинство детей, конечно, не знают языка. Знание языка и традиций, пожалуй, самая актуальная проблема и не только в Эстонии. Татарский язык не применяется вообще и во время игр на улицах, и во время общения со сверстниками в школах, и даже в семьях уже дети общаются с родителями на русском языке. В некоторых школах Башкортостана татарский вообще не преподают, а в тех, что он был, часы сократили до минимума. Чтобы хоть как-то приучить детей к языку, Айгуль Курбанова организовала свой ансамбль. Но проблему нужно решать другим путем, как сегодня обсудили на форуме. Если человек не понимает даже одного слова на татарском, если он в душе истинный татарин, то он не будет следовать другим традициям и найдет свой путь. Всего на форум в этом году приехали 400 женщин-делегатов. В течение нескольких дней они будут обсуждать проблемы семьи и общества, побывают в районах республики и увидят жизнь и быт народов. А на досуг просмотр спектаклей в татарских театрах. Адель Коломейц, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Лечение по европейским стандартам. Сегодня медицинский центр Иннополиса отмечает первую годовщину. За это время в центре прошли реабилитацию почти 10 тысяч пациентов. Когда количество не вредит качеству, увидел Сергей Хайдаров. Постепенно выздоравливаю, поэтому у меня настроение каждый день улучшается. Ханиф Хуснуллин из Рыбно-Слободского района 2 месяца назад попал в автокатастрофу. Перелом ключицы и разрыв мышцы полностью парализовал левую руку. Реабилитацию ему предложили проходить в новом медицинском центре Иннополиса. Ни одной копейки не берут. Здесь так хорошо приняли, как в детстве. В медцентре сейчас 150 пациентов из Татарстана и даже регионов России. Все они восстанавливаются после операции, ведь специализируется центр на реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата. Альфия Самирханова перенесла операцию на колени. Со своим оперирующим врачом она поддерживает связь благодаря ежедневной онлайн-связи с РКБ. Очень хорошо. Имейте в виду, что вы должны за своей походкой следить, как на витрину. Кроме состояния здоровья, в медицинском центре огромное внимание уделяют отличному настроению пациентов. Именно поэтому здесь и был создан кабинет виртуальной реальности. Он оборудован специальным проектором, который не дает устоять на месте ни одному пациенту. За год работы медицинский центр Иннополиса помог 10 тысячам татарстанцев. Он способен вместить 200 пациентов. Работа ведется по 3 направлениям. Это консультативная помощь. Более 20 узких специалистов принимают наших пациентов. Это диагностика и, конечно же, это реабилитация. В планах медиков увеличить число направлений и количество пациентов. А попасть в центр можно абсолютно бесплатно на специальных шаттлах, которые отходят ежедневно из Казани. Сергей Хайдаров, Андерс Энтальцев, ТНВ Иннополис. 4 страшных года в фотоисториях. Сегодня в Казани Совет ветеранов передал Национальному музею архив из 2000 фотографий военных лет. Как собирали уникальные кадры по всей республике и где его можно будет увидеть, расскажет Альбина Минибаева. Нужна одна победа
В этих снимках, что сегодня передали Нацмузею, жизнь обычных людей с 41 по 45. Фото с родными, сослуживцами и друзьями. Такое мероприятие, как сегодня, конечно, значимо. Оно великое. Оно даст возможность нашей молодежи окунуться вглубь в историю Великой Отечественной войны. 2000 фотографий военных лет практически со всех уголков республики. Активное участие в создании такого бесценного фонда принимали участие учителя, школьники, общественные организации. Мы создаем электронный фотоархив. То есть это будут те фотографии, которые со временем не портятся, не желтеют. Фотографии передали на хранение и в Российский госархив кинофотодокументов. С каждым годом все острее чувствуешь всю трагедию, которую пришлось пережить нашим отцам, матерям, дедам, бабушкам, братьям, сестрам. И с каждым днем чувствуешь все больше ответственности за то, чтобы сохранить ту память. Сегодняшняя встреча приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Диск с фотографиями появился благодаря проекту «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны». Этот архив собрали 2 года, и теперь его смогут увидеть все желающие. Альбина Минибаева, Лейсан Мустафин, Азат Самигуллин, ТНВ, Казань. Сегодня Страстная Пятница, самый строгий день поста в преддверии главного праздника православных – Светлой Пасхи. Завершается Великий пост, время молитв и переосмысления. Елизавета Пастухова о последних приготовлениях к празднику. В семье Костиных яйца красят всей семьей. Для них это традиция. В праздник в доме собирается вся родня. За семейным ужином забывается все плохое, чтобы дать начало чему-то новому, светлому. Радость праздников, праздники, торжество из торжеств. Самый главный наш праздник. Кипит сегодня работа и в трапезных храмах. На пасхальном столе особые блюда, которые готовят только раз в году. Крашеные яйца, куличи и творожная Пасха. Семейные рецепты матушка Анна передает из поколения в поколение. Пасха называется царская. Это передала мне его еще сестра моя старшая, матушка Светлана. Я его 20 лет уже делаю этот рецепт. Мне очень нравится, моим детям он очень нравится. Почти пройден 40-дневный пост. Приведены в порядок мысли, верующие встречают весну и обновление. Ведь прежде всего Пасха означает победу жизни над смертью. Пасха – это радостный праздник, в котором мы ожидаем чего-то лучшего в нашей жизни, в жизни наших близких. Мы ожидаем Божьей милости, которую Господь дает каждому из нас. Приходите все на службу с праздником, всем наступающим праздником. Сегодня Страстная Пятница, а в воскресенье уже большой праздник. Праздничные службы во всех храмах Татарстана начнутся в 11 вечера, а крестный ход в 12 часов ночи. В Казани после пасхального богослужения пойдут бесплатные автобусы. В 2 часа ночи они отправятся с нескольких точек города и будут останавливаться по требованию пассажиров. Елизавета Пастухова, Наталья Лушникова, Ринат Харасов, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Несколько минут назад в городе Волгоград завершился 2-й матч финала чемпионата России по водному полу. Наш казанский «Синтез», напомним, ведет борьбу за главный трофей страны. За игрой следил и наш корреспондент Алмаз Гафиятов. Он расскажет, смог ли «Синтез» продолжить борьбу. Алмаз, тебе слово. Несколько мгновений назад прозвучал финальный свисток во 2-м матче между командой «Синтез» и «Волгоград». После домашнего проигрыша подопечные Андрея Белофастова смогли опередить своего соперника и со счетом 7-5 переиграть главного конкурента в чемпионате России. Ну что ж, давайте послушаем самих героев. Нападение было более спокойное, с минимальной потерей мяча впереди. Поэтому, говорю еще раз, 2-3 раза отбились в защите, и команда Волгограда, честно говоря, распалась. У нас стоял риск, на самом деле, очень важный матч. Если бы мы его проигрывали, Волгоград бы становился чемпионом, но ребята молодцы. И хорошая игра получилась сегодня, достаточно много получилось у нас в защите, в принципе, не дали им забить голы, вот, и настраиваемся на завтра. 8-11 на домашнем матче 8-11 на домашнем бассейне «Оргсинтез». И здесь, во 2-м матче, казанский «Синтез» выиграл со счетом 7-5. И это еще не предел. Главная битва состоится завтра здесь же, в Волгограде. И мы, наконец, узнаем имя чемпиона. Кто им станет, казанский «Синтез» или Волгоград, определится в 18:00. Будем следить за развитием событий. Ну и, конечно же, болеть за нашу казанскую команду «Синтез». «Синтез» вперед!
Продолжим. В Татарстан возвращаются дикие гуси. Первыми косяки перелетных птиц увидели в Атнинском, Балтасинском, Арском районах и в пригороде Казани. Фотографиями птиц все чаще наполняются ленты в социальных сетях Инстаграм. По народным приметам, если гуси летят на север, значит в ближайшее время потеплеет. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». Как в колонию пытались перебросить наркотики с помощью арбалета. Все подробности через несколько минут. Далее в выпуске прогноз погоды и до встречи в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. «Шевроле Нива» – надежный внедорожник с постоянным полным приводом, созданный для самых сложных дорожных условий. Успейте обменять свой автомобиль в Кан-Авто на новый «Шевроле Нива» с выгодой до 60 тысяч рублей. Кан-Авто. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Оплати и выиграй главный приз iPhone 7. Татэнергосбыт проводит акцию для потребителей. Подробности на сайте tatenergosbyt.ru. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре Марка. Звоните 4 пятерки 3 единицы. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. 20-й фестиваль «Страна поющего соловья» Фонда духовного возрождения Рухи от компании «Татнец» приглашает на гала-концерт. Ждем вас 17 апреля в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в городе Казань. Вы видели, сколько бабуля вкусного из пятерочки привезла? Вы видели, сколько там еще осталось? Ого! Кофе Нескафе Голд. Растворимые. 250 граммов. 399 рублей. Пятерочка выручает! Только до конца апреля. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 90 тысяч рублей. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Межрайонный центр глазной хирургии Хузангаева. Современные технологии лечения катаракты, глаукомы, патологии сетчатки, детских глазных заболеваний. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Температурный фон в республике то повышается, то понижается. Ветер порывистый, атмосферное давление пониженное. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра облачная погода на юго-востоке Татарстана. Пройдут осадки в виде дождя. Местами возможен снег. Ночью +3, днем воздух прогреется до 7 градусов тепла. На северо-востоке Татарстана пасмурно. Пройдут осадки в виде дождя. Местами возможен мокрый снег с дождем. Ночью воздух прогреется до +6, днем всего 8 градусов со знаком плюс. На севере Татарстана пасмурный циклон с дождем. Ночью +5, днем около 8 тепла. На северо-западе облачная погода, ночью без осадков +5, днем пройдет дождь +6. На юго-западе дожди пройдут в ночное время и днем. Температура воздуха около 7 градусов выше нуля. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше пасмурно. Синоптики обещают дождь. Ночные и дневные температуры схожие +6. Пусть перепады температур не повлияют на ваше самочувствие.
Завтра в Казани пасмурно, пройдут дожди. Температура воздуха +4, +6. Ветер северо-западный порывистый. Будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное и завтра составит 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 80%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.